Эта новость разлетелась буквально по всем социальным сетям. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджики устроили взбучку и удивили всех. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. В Санкт-Петербурге объявили в розыск 2 нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Об этом пишет сайт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее 31-летнего узбекистанца и 36-летнего таджикистанца задержали за нарушение миграционного законодательства. Мужчин доставили на заседание в Кировский районный суд, где им огласили приговор. Злоумышленников обязали выплатить штраф, а затем собирались депортировать на родину. Правоохранители должны были отвезти мигрантов в Центр временного содержания иностранных граждан номер 1. Однако перед посадкой в машину судебных приставов мужчины сбежали, отмечает сайт 78.ru. На данный момент их местонахождение неизвестно. А как вы относитесь к такой подобной ситуации? Ведь чем больше таких историй проникает в интернет и в международные СМИ, тем больше, можно сказать, позорится наша нация. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Похожий инцидент произошел осенью в Москве. Ранее судимый мигрант сбежал во время депортации в аэропорт Внуково. Мужчина запрыгнул в пассажирское сиденье находившегося поблизости автомобиля. Водитель покинул территорию аэропорта, сбив при этом сотрудника полиции. Позже в столице объявили план перехват и задержали злоумышленника. Как вы относитесь к таким происходящим ситуациям в разных странах мира с участием таджиков? Понятное дело, что миграционное законодательство достаточно тяжелая и сложная штука для каждого мигранта, и многие работают нелегально. Но стоит ли этого того, чтобы потом вот такие истории просачивались в интернет, и весь мир с этого смеялся? Ведь даже очень много различных передач, где юмористически показывают такие истории, и, можно сказать, тем самым ставя клеймо на мигрантах, а именно на таджиках, узбеках, которые приезжают работать в Россию. Ведь мы так пытались избавиться от клейма Джамшуда и Рамшана, но тем самым такими действиями мы возвращаем плохое мнение о себе. Как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!